В настоящее время в Абхазии проходит перерегистрация пенсионеров для уточнения их количества в республике. С какой целью проводится перерегистрация, как проходит этот процесс и что именно предусматривает процедура? Об этом поговорим с начальником управления пенсий и пособий Министерства социального обеспечения и демографической политики Анжеликой Читанава. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, проводится перерегистрация. С какой целью она проводится? Мы знаем, что это неоднократная процедура, она проходит из года в год, но тем не менее. В целях уточнения количества пенсионеров, состоящих на учете в отделах, было принято решение распоряжением Кабинета министров провести перерегистрацию пенсионеров. Также были установлены сроки проведения перерегистрации. Это с 1 марта по 31 мая 2023 года. То есть по срокам она уже завершилась. Да. Так ли на самом деле? Или же все равно люди еще приходят? По срокам завершилась перерегистрация, однако те граждане, которые не прошли перерегистрацию, по сегодняшний день проходят ее, являются в отделы по месту прописки и проходят перерегистрацию. Вообще, когда вы говорили об уточнении количества, да, в связи с чем? Просто оно из года в год меняется, понимаю, люди там уходят из жизни и так далее. И именно это главная причина? Причин много. Есть те, которые выезжают за пределы Республики Абхазия. Есть умершие, которые не фиксируют смерть, их смерть не фиксируется. В связи с этим проводится перерегистрация. Как-то меняется картина по количеству людей, которые, допустим, уже не должны получать пенсию? Эта процедура, к сожалению, не ежегодная. Последняя перерегистрация у нас была в 2019 году. И сейчас, в 2023 году, вновь. То есть это раз где-то в 5 лет проводится? Нету таких установленных сроков, что каждый год, либо... вообще, такую процедуру надо проводить ежегодно. И как проходит сама процедура? Во-первых, насколько вовремя пенсионеры узнают, как до них доносится информация о том, что необходимо это сделать, да, встать на учет, перерегистрацию провести, и как эта процедура проходит, насколько она комфортна, удобна и так далее? После выхода распоряжения отделом соцзащиты были даны указания оповестить пенсионеров о том, что необходимо явиться в отделы и пройти перерегистрацию. Так как если ранее перерегистрация проходила и не были установлены сроки, да, после ее прохождения, сроки восстановления выплаты, я имею в виду сумм пенсии, то в этом году определенно установлен срок 6-месячный. То есть те граждане, пенсионеры, своевременно не прошедшие перерегистрацию, у них есть еще полгода, 6 месяцев установлены. В течение 6 месяцев, если обратятся, то выплата пенсии им будет восстановлена с момента ее приостановления. Более 6 месяцев, если пройдет, то со дня обращения уже выплата будет. То есть они свою пенсию, можно сказать... Потеряют. Да. Если позже, чем через 6 месяцев. И каковы итоги перерегистрации на данный момент? Что вы можете рассказать? Сколько человек уже прошли перерегистрацию? На данный момент, если... Сколько им еще предстоит? Если брать количество пенсионеров по состоянию на 1 мая, это 49 161. Из них по состоянию на 1 июня прошли 42 352 пенсионера. То есть 6809 пенсионеров, которые не прошли. Но вы ожидаете, что они подойдут, да? Получается. И какова картина по районам, скажем так, где этот процесс более активно шел? Трудно, картина-то есть, но в зависимости, в каждом районе есть определенное количество пенсионеров. То есть, если брать город, 11 438 пенсионеров. Из них по городу 91%, которые прошли. Допустим, возьмем, если Очимчирский район, 5392, это на 81%. В общем, на 86% по республике прошли перерегистрацию. На данный момент, да?
Скажите, вот по опыту, я не знаю, вот прошлых лет, если в какой-то определенный срок не прошли пререгистрацию, если не прошли и потом, они автоматически уже числятся, в тот отведенный срок, если тоже не прошли, вот как 6-месячный в этот раз, да, то они уже автоматически числятся людьми, которые выбыли, да, вот из выплата этого им списка. приостанавливается, а потом уже при прохождении, естественно, были случаи, есть они по сей день тоже, даже те, которые в 2018 году не прошли, обращаются. Такой вопрос, вот если человек не может лично сам прийти, да, вот, по состоянию здоровья, всякое же бывает, то как нужно поступить? Сотрудники отделов не выезжают на дом и проводят перерегистрацию. Часто необходимость бывает Да. такая? Сейчас в ежедневном режиме эта работа идет? Есть в каждом отделе соцзащиты вот именно определенный отдел, который вот работает вот с такой категорией граждан. У них уже по спискам, либо кто-то сообщил, соседи, родственники, и вот они выезжают и по факту проводят. А вообще, как проходит, когда эта процедура проходит? Есть ли такой наплыв, да, людей, или же это все так в спокойном режиме? Обычно в первые 2-3 недели как бы массово обращаются, потом затишье, потом как-то, так. Хватает специалистов у вас? Да. Именно ваш отдел этим занимается, насколько я поняла? Нет, этим занимаются отделы, которые по районам. Отделы соцобеспечения. Я имею в виду Сухум, например. Сухум управление. Тоже. Расчетный центр реадминистрации города Сухум, вот они занимаются. Мне интересует вот эта связка между госструктурой, да, вашей и банком. Как она проходит в дальнейшем? Вот, допустим, человек прошел у вас перерегистрацию, дальше что вы делаете? Банком... Сбербанк, который выплачивает Когда пенсию. они проходят перерегистрацию уже, да, в отделах соцзащиты, они формируются ежемесячно списки пенсионеров, которые представляются уже в министерство, в управление пенсии и пособий. После проверки уже пенсионный фонд направляем с указанием суммы пенсии, которую необходимо выделить району, и уже оттуда с банком. То есть те, кто вовремя прошел, у них никаких не будет заморочек с выплатой пенсии, все будет вовремя, как обычно. Но мы сейчас те, кто не прошел, вот в этом месяце уже их исключили из списков. Это в соответствии с распоряжением. Там было четко прописано, что те, кто не прошел в срок перерегистрацию, исключают их из списка. И после, кто пройдет, уже будут включены в список и с выплатой. Но опять-таки в течение 6 месяцев, кто пройдет, им вся сумма будет произведен перерасчет. А те, кто не успеет в 6-месячный срок пройти перерегистрацию, пройдет уже позже, то выплата будет с момента обращения. А что касается тех, кто вовремя прошел до 31 мая, то там... Нет, они в списках. Все нормально, да. как обычно. Может быть, есть еще какие-то нюансы, которые хотелось бы отметить? Может быть, есть какое-то обращение к людям, к пенсионерам, как-то активизироваться, например? Хотелось бы попросить всех пенсионеров, которые не прошли перерегистрацию, явиться в отделы по месту прописки и пройти перерегистрацию, чтобы в дальнейшем не было проблем с выплатой пенсии, задержек в выплате пенсии. Спасибо большое за интервью. О том, с какой целью проводится перерегистрация пенсионеров в республике, как проходит этот процесс и что именно предусматривает процедура, об этом мы говорили с начальником управления пенсии и пособий Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Анжеликой Читанава.